Добрый день, дорогие друзья! А мы продолжаем знакомить наших зрителей с башкирскими народными песнями, мелодиями. И сегодня у нас в гостях солист вокальной группы «Премьер» Руслан Сайфутдинов. Здравствуй, Руслан! Здравствуй, Лен. Как твои дела, как настроение? Замечательно, лето идет, полны сил. Отлично. Руслан, вот группа «Премьер», она известна и полюбилась нашим зрителям своим богатым репертуаром. У вас есть и величайшие произведения оперы, классика советской эстрады, современные песни. Ну и самое главное, они все на разных языках, это ваша особенность. А вот есть ли у вас в репертуаре башкирские народные песни? Конечно, есть, потому что мы живем на этой земле, мы так или иначе взрослены этой землей, этой культурой, поэтому мы стараемся что-то петь и учить из народного эпоса и из народных песен. А сегодня наших зрителей с каким произведением ты будешь знакомить? Познакомлюсь с песней «Зульхиза». Это очень красивая песня. Вообще, в основном ее исполняют, конечно же, женщины, потому что это песня о тяжелой женской доле. Вот. Но я сам по себе, я как бы русскоязычный татарин, да, и вот почему-то я заинтересовался башкирской музыкой. Почему? Потому что впервые я услышал это произведение в исполнении Алсу Бахтиевой, это актриса Бардамтеатра, прекрасная певица, вот, и услышав вживую вот это исполнение, это было в 2004 году, это было очень далеко, когда я был еще совсем маленький, неопытный. И я был поражен вот этими мелизмами, руладами, какими-то красивыми нотками вот этими женскими, да. Именно эта песня способствовала к тому, чтобы вообще изучать эту музыку и вообще ее петь. У меня никогда не получалось это раньше делать. У меня нету мелизматики, как одной из главнейших, да, вот этих составляющих башкирской музыки. У меня этого просто не было. Вот. И я 4 месяца как сумасшедший мыл посуду, или я что-то чинил в машине, или я занимался, или я просто лежал, смотрел в потолок, я пытался воспроизвести вот то, что нужно, да, вот воспроизводить в башкирской музыке, в башкирских песнях. Вот. И за 4 месяца я более или менее этому научился. Вот. И уже в 2008 году я эту песню исполнил акапельно в стенах оперного театра. И почему-то был фурор, и я понял почему. Все-таки, когда ты знаешь песню о чем, и когда ты слышишь, как народ передал в мелодию в трагизм истории, и когда ты это слышишь, и когда ты пытаешься это исполнить, всегда зритель чувствует вот эту драму, потому что это тоже мини-спектакль. Вот. И вот так вот я познакомился с этой музыкой. И потом дальше же начали изучать какую-то другую музыку, Азамат, Хандугас, да, вот эти все произведения. Но Зульхиза осталась прям в душе. Я ее пел во многих странах. Я пел это и в Китае. Вообще на ура, у меня даже видео есть. И в Инстаграме, в соцсетях прям народ, вообще Китай очень сильно, очень близко воспринимает эту музыку, потому что вот эта пентатоника, она им как бы очень рядышком, да. Исполнял это в Италии, в огромном храме в Милане. И там вот только ты нотку, вот, даже фальцетиком начинаешь петь, и все, вот этот звук весь. И для итальянцев это такая экзотика, это такое что-то необычное, они поражаются этому. И во всех странах всегда на ура. Вот. Но если бы я еще был бы исконным башкиром, который прям до каждой клетки знает, да, вот как это исполнять, это было бы, наверное, еще более лучше исполнено. Вот. Но вот такая вот как бы история этой песни для меня. Спасибо огромное, Руслан, за такой интересный рассказ. С нетерпением хотим Кстати, услышать. Алин, я еще забыл сказать, что мою прабабушку звали Зульхиза. Но так как я татарин, ее звали Зульхижа, да, ведь вот. И для меня это еще как бы особенно важно, потому что это связано с моими предками, да, вот. Поэтому... Вашему вниманию башкирская народная песня «Зульхиза» исполняет солист группы «Премьер» Руслан Сайфутдинов. برق
Zaya